Сколько вы готовы заплатить за улучшение своего будущего? И что самое интересное, если бы точно знали, какое будет будущее, использовали бы вы это? А может быть, это был бы всего лишь еще один упущенный шанс? Так что же вы бы хотели узнать? Товар, который можно будет продавать, земли, которые вы сможете купить, или возможность, которую вы сможете использовать? Сколько уже было предложений, от которых вы отказались и потом жалели? Возможно, сейчас это ваш последний шанс. Будьте очень внимательны. Каждые 10 лет появляется на самом деле что-нибудь великое. В 70-х годах это была микроволновая печь, в 80-х годах это был видеомагнитофон, в 90-х годах это был персональный компьютер и интернет. Люди, которые разрабатывали этот экономический сектор в 80-х годах, стали миллионерами. Те люди, которые в 90-х годах последовали примеру своих предшественников, также стали миллионерами. А как вы думаете, что будет впереди в ближайшие 10 лет? В своем бестселлере «Next Trillion» известный экономист Пол Филднер пишет: около 2010 года дополнительная часть расходов американского общества составит около $1 триллиона в год. И все эти деньги будут располагаться в экономическом секторе wellness. Это продукты, с помощью которых вы сможете чувствовать себя и выглядеть еще лучше, которые замедлят процесс старения и создадут дополнительную охрану перед болезнью. Подумать только, около 20 лет назад такой сектор, как wellness, вообще был неизвестен людям. А теперь оценка годовой продажи таких продуктов составляет примерно $200 миллиардов в год. Это примерно половина части той суммы, которая в год тратится в США на автомобили. Итак, сейчас это 200 миллиардов в год, а в 2010 году это уже будет $1 триллион в год, то есть 1000 миллиардов в год. Кто не очень понимает в математике, объясню. Это увеличение на 500%. Как можно достигнуть такого увеличения? Как можно предвидеть такое возрастание? Всего два слова. Бэби-бумеры. Люди в США говорят об этом явлении уже 20 лет. Именно они диктовали развитие американского общества в течение этих 20 лет. Кто же это такие бэби-бумеры? Это люди, которые родились во время демографического взрыва. Сейчас им от 37 до 55 лет. Это те самые годы, когда зарабатывают самые большие деньги, ну и самые большие деньги, конечно, тратят. Они имеют самую большую силу. Бэби-бумеры были ответственными за развитие жилищного строительства, за развитие спортивного автомобилестроения. Они развивали персональные компьютеры и интернет. Одним словом, то, что имеют и хотят бэби-бумеры, это уже сейчас половина нашего валового продукта, который оценивается в $10 триллионов. И несмотря на то, что они составляют всего лишь около 30% популяции, они производят 50% всего товарооборота в США. Это тот самый 1 триллион дополнительно к этим 5 триллионам, которые тратят американцы каждый год на защиту и поддержание своего здоровья. Это гораздо важнее и должно быть еще лучше, чем спортивный автомобиль, ваше жилье или компьютер. И это наша молодость, борьба с процессом старения. И это самая важная вещь в нашей жизни. В течение следующих 10 лет бэби-бумеры только в США увеличат расходы на поддержание своего здоровья с $200 миллиардов до $1 триллиона. $1 триллион – это 2,7 миллиарда долларов в день, 114 миллионов долларов в час, 1,9 миллиона долларов каждую минуту. Невероятная возможность для тех, кто это поймет, и для тех, кто что-то с этим начнет делать. А как ты можешь это использовать? У тебя есть 4 предложения для выбора. Первое как врач, второе как производитель, третье как розничный продавец, четвертое как дистрибьютор. Врачи, мануальные терапевты, массажисты, люди, которые используют натуральные способы лечения, будут иметь большой успех, если смогут получить хорошее образование и если будут сотрудничать со страховыми обществами. И будут помнить время – деньги. Производство – это отличная отрасль, если имеешь миллионы, которые можешь в него инвестировать. Можешь стать менеджером и заниматься доставкой. Розничная торговля – это еще одна прекрасная возможность. Если есть чем платить франшизу, то есть открыть свое предприятие и работать без выходных. Также ты можешь решать проблемы, касающиеся рекламы, самих товаров и работников. Но есть дистрибьюция. Ну что ж, последние 30 лет мы видим невероятное развитие фирм, которые находят лучшие способы дистрибьюции, а не лучшие способы производства. И мы можем видеть таких выдающихся людей, как Сэм Уолтон из Walmart, Джей Беттовс с Amazon.com. Ну и что же общего между всеми этими людьми? Они являются дистрибьюторами. Например, Сэм Уолтон является ярчайшим представителем физической дистрибьюции продуктов, которые рассчитаны на постоянных потребителей различных товаров. И в 21 веке самые лучшие возможности преуспеть относятся к распространению с помощью дистрибьюции знаний об эффективной продукции для здоровья.
Использование новых каналов дистрибьюции называется деятельностью, которая проводится со скоростью мысли. Лучшая дистрибьюция, лучшие продукты, лучшие возможности. Почему? 88 миллионов бэби-бумеров с наличностью в 1000 миллиардов долларов – это сила, которую невозможно остановить. Кто-то едет на роликах, кто-то ездит на спортивных автомобилях. Эти люди не хотят стареть. По правде говоря, они готовы отдать многое, чтобы сохранить молодость, здоровье и полную жизненную силу. В ближайшие 10 лет бэби-бумеров США увеличат годовые расходы на услуги индустрии здоровья с 200 миллиардов долларов до 1 триллиона долларов. Ты готов к этому? Тот человек, который продемонстрировал вам этот фильм, может представить отличную модель эффективной дистрибьюции. В индустрии wellness, которая давно удалась, есть проверенные модели, которые ты можешь использовать как дополнительный заработок, работая просто дома, без больших вложений, без различных проблем, которые обязательно бывают у людей, которые занимаются традиционным бизнесом. А если ты займешься этим профессионально, то это принесет тебе от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов в месяц. Очевидная выгода. И не надо ничего придумывать, потому что это просто бизнес дома. Представим год 1980-й, Билл Гейтс ищет инвестора. И он предвидит то, что наступит тотальная заинтересованность персональными компьютерами. Можешь и ты сделать похожее прямо сейчас. Помни, Сэм Уолтон, хозяин магазинов Walmart, основал свое предприятие, имея всего лишь $44, и когда ему исполнился 61 год, он уже был самым богатым человеком планеты. А что ты сделаешь своей новой возможностью? Если ты просматривал этот фильм и был внимательным, не говори, что ничего не знал об этом, когда твои дети и внуки спросят тебя о великом благосостоянии, которое у многих людей закладывалось в начале 21 века. Что ты им ответишь? Будешь рассказывать, какие шаги делал и как использовал эту возможность, или будешь оправдываться, что ты не использовал ее? Статистика настоящая, факты настоящие, момент настоящий. Сколько еще удачных возможностей будет не использовано из-за тебя? Делай, что хочешь, но не упусти эту возможность.